ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 3 марта газете «Ухта» исполняется 75 лет. Создана она была по инициативе районного комитета партии. Всего 2 полосы. Такой формат газетчики в шутку называли «горчишником». Выходила 2 раза в неделю тиражом 1000 экземпляров. Стоила 5 копеек. Первым редактором был Ливерий Чисталев. Погиб в 1943 году во время прорыва блокады. 36 лет отдал газете член Союза журналистов России, кавалер почетного знака за заслуги перед городом Александр Красовицкий. 15 из них он возглавлял газету. В 1995 году началась перестройка, если вы помните. Время было лихое, тяжелое, да? Но нам в том безденежье удалось как раз и компьютеризировать газету. Удалось отстоять право на свободу слова, на гласность в газете. У нас было 32 суда, но в 30 судах мы выиграли. Старожилы Ухты до сих пор помнят стихотворные фельетоны Бориса Духовского, очерки Тамары Новиковой, острейшие репортажи Сергея Мелькова и серию статей Валерия Булычева. Именно его перо способствовало появлению в Ухте глазного центра. А также Анну Бурлаченко, получившую госпремию Республики Коми за компьютеризацию газеты, Нину Духовскую, лауреата Всесоюзного творческого конкурса «Золотое перо», Риму Лапину, Дмитрия Алексеева и многих других. Замечательные журналисты работали в редакции, которые делали лицо газеты. Ну, хотя бы вспомнить можно Александра Токмакова. Единственный он и наш фотокорчанин, которые побывали в Ленинакане в 1988 году, когда произошло землетрясение мощное. Мы думали, что отправляем их дня на 3, они там задержались на целый месяц. И они привезли вот такие сенсационные снимки, сделали замечательные фоторепортажи. По своему содержанию газета «Ухта» резко отличалась от других районных и городских изданий. Журналисты брались за любые злободневные темы, следили за тем, чтобы вопросы читателей решались и всегда добивались результатов. Авторитет издания рос год от года. Газету любили и, несмотря на безденежье, выписывали. К 80-м годам ее тираж достиг 35 тысяч. Несмотря на конкуренцию, Ухта остается на плаву до сих пор. Сегодня такая вот, посмотришь афишу, да, это в основном развлекательное, культурно-развлекательное мероприятие. А тогда город экономически развивался, и все предприятия работали, и было очень интересно. Ухта была очень высокоразвитым городом, где развивались и промышленная отрасль, и строительный комплекс, и сельское хозяйство. Сегодня у Ухты молодое лицо. Газета является кузницей журналистских кадров. Из нее вышли 12 главных редакторов. Сейчас коллектив издания состоит из коммерческого отдела, нескольких корреспондентов и дизайнеров. Теперь Ухта – это еженедельник, который ухтинцы получают абсолютно бесплатно в свои почтовые ящики.